Привет. Смотри, какая у меня машинка! Ух ты! А где ты ее взял? Мне подарили? Смотри, как она ездит. Туда, сюда. Ух ты! Здорово! Ой, О! смотри, Ой, вот это да! рыбка! Ага, рыбка! А как она тут появилась? Ой, я не знаю. Здравствуйте, дорогие друзья, а также их родители. Здравствуй, Лола! Здравствуй, Азиз! Здравствуйте! Здравствуйте! Какие вы сегодня красивые! Ребята, посмотрите, какая у них замечательная школьная форма! Да. Какие вы красивые, нарядные! Здорово, молодцы! Но у меня для вас есть сюрприз. Какой сюрприз! Вы представляете, кто-то для нас оставил письмо. Что там написано? Письмо и золотую рыбку. Ого! Золотая рыбка? Что там написано? Сейчас будем читать, хорошо? Давайте, быстрее! Давайте. Сейчас мы немного подвинем рыбку. Так, читаем. Читаем. Привет! Пишет вам золотая рыбка. О, не может быть! Да-да-да, читаю дальше. Да. Рыбка золотая! Ага. Ух ты! Я очень вас всех люблю. Ой. И ненадолго оставляю вам свою племянницу. Племянницу? Вот эту, да. Племянницу! Так что же? Это золотая рыбка! Золотая! Волшебная! Получается так, что золотая и волшебная. О, Читаем дальше. можно загадать все желания, да? Азиз! Да. Даже три! Даже три желания! Ну подождите, ребята, давайте прочтем дальше, хорошо? Давайте. Давайте. Так, что же здесь написано? Что рыбка еще маленькая, Ага. поэтому каждый может загадать желание только одно. Ой! Одно? Только одно желание. А мы-то думали, тут три. А тут только одно. Ладно, ничего, можно уже загадать желание, да? Я думаю, что можно. Можно! Ура! Загадывай. Ой, а что бы загадать, а? Ой. А я уже знаю. Итак, загадываю. Я тоже знаю! Ха! Ну? А где моя машинка? А что случилось? Что такое? Лолка, Кажется, золотая рыбка что-то напутала. Знаете, я не просила две машинки, а только одну просила. а моя куда-то исчезла. Да? Так, давайте разбираться. Куда исчезла машинка? Так, Давайте. Азиз, Да. что ты загадал? Знаете, тетя Мунира, Ага. у меня такое хорошее настроение было. Ну, Я хотел сделать всем приятное. Вот и загадал, что у Лолы появилась точно такая же машина, как у меня. так хорошо же это. Ну, а ты что загадала, Лола? А я? Ой, Говори уже. я... Ну, смелее, Мне смелее. так стыдно. И я загадала, чтобы машинка Азиза стала моей. Вот. Что? Ах, Лола, Лола. Но Выходит, из-за твоей зависти у тебя две машинки, а у меня ни одной. Азиз, ну прости меня. Ну простите вы меня. Я даже не знаю, как это вышло. Я не хотела, честное слово. Эх, Лолка. Ну что же теперь делать? Рыбка, прошу тебя, верни все обратно. Ну, пожалуйста, рыбка. Ничего не получается. Дорогие мои, просто вы свои желания уже использовали. Да? Можно было только загадать же одно желание. Ну, не расстраивайтесь, мои хорошие.
А сейчас я думаю, что по этому поводу я прочту вам интересную сказку. Да? Согласны? Согласна. Да, прочтите, А мы пожалуйста. послушаем внимательно, хорошо? Хорошо. Владимир Григорьевич Сутеев. Яблоко. Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья, и только на верхушке дикой яблони еще висело одно единственное яблоко. В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц и увидел яблоко. Но как его достать? Яблоко высоко висит, не допрыгнешь. Карр! Смотрит заяц, на елке сидит ворона и смеется. «Эй, ворона!» – крикнул заяц. «Сорви-ка мне яблоко!» Ворона перелетела с елки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала. Упало оно вниз. «Спасибо тебе, ворона!» – сказал заяц. И хотел было яблоко поднять, а оно как живо вдруг зашипело и побежало. «Что такое?» – испугался заяц. Потом понял, яблоко упало прямо на ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблоней. Еж спросонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на колючки нацепилось. «Стой! Стой!» – кричит заяц. «Куда мое яблоко потащил?» Остановился ежик и говорит: «Это мое яблоко! Оно упало, а я его поймал!» Заяц подскочил к ежу. «Сейчас же отдай мое яблоко! Я его нашел!» К ним ворона подлетела. «Напрасно спорите!» — говорит. «Это мое яблоко! Я его себе сорвала!» Никто друг с другом согласиться не может. Каждый кричит: «Мое яблоко! Мое яблоко!» Крик, шум на весь лес, и уже драка начинается. Ворона ежа в нос клюнула. Еж зайца иглами уколол, а заяц ворону ногой легнул. Вот тут-то медведь и появился. Да как рявкнет: «Что такое? Что за шум?» Все к нему. «Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть». И рассказали медведю все, как было. Медведь подумал, почесал за ухом и спросил: «Кто яблоко нашел?» «Я!» – сказал заяц. «А кто яблоко сорвал?» «Как раз я!» – сказала ворона. «Хорошо. А кто его поймал?» «Я поймал!» – пискнул ежик. «Вот что!» – рассудил медведь. «Все вы правы, и потому каждый из вас должен яблоко получить». «Но тут только одно яблоко!» – сказал еж, заяц и ворона. «Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмет себе по кусочку». И все хором вскрикнули: «Как же мы раньше не догадались!» Ежик взял яблоко и разделил его на 4 части. Один кусочек дал зайцу. «Это тебе, заяц! Ты первый яблоко увидел». Второй кусочек вороне отдал. «Это тебе, ворона! Ты яблоко сорвала». Третий кусочек ежик себе в рот положил. «Это мне, потому что я его поймал». Четвертый кусочек ежик медведю в лапу положил. «А это тебе, Михаил Иванович». «Мне-то за что?» – удивился медведь. «А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил». И каждый съел свой кусочек яблока. И все были довольны, потому что медведь рассудил справедливо и никого не обидел. Ой, какая хорошая сказка! Ну вот, ребята, сейчас вы услышали замечательную историю.
Правда? Да. Которые да. чуть животные не поссорились, не поделив одной яблоко. Ага. А как вы думаете, ребята, о чем эта сказка и чему она нас учит? Ну, Ну, наверное, о справедливости и доброте. Да. верно. А ты как думаешь, Азиз? Из этой сказки мы узнали, что важно считаться с чужим мнением и порой лучше поделиться, чтобы сохранить дружбу, а ссоры и обиды ни к чему хорошему не приведут. Молодцы, Да, верно. правильно. А я теперь знаю, как быть. И не нужно мне волшебство золотой рыбки. Вот. Я сама справлюсь. Азиз, Да? прости меня, пожалуйста. И прости меня. И спасибо тебе за твою щедрость. И Да, я уже тебя простил. за мою, за мою зависть. Да простил я уже. Ой, спасибо. Азиз, Да? я тебе эту машинку дарю. Вот, бери. Вот, держи. Спасибо! Молодцы, молодцы, Тетя ребята. Мунира, моя машинка ко мне вернулась! Мне стало так приятно. Молодцы, ребята, молодцы. Вы все сделали верно и правильно поняли сказку. Нужно дружить и делиться друг с другом. Правда, ребята? Да! Молодцы. Теперь вы можете в машинке играть вместе, потому что у каждого есть своя. Верно? Ура! Спасибо вам. Молодцы, ребята. Ну что, Спасибо вам за такую хорошую сказку. пожалуйста. Познавательную сказку. Пожалуйста. А теперь, я думаю, самое время прощаться с нашими маленькими друзьями. Согласны? Согласна. Да. Ну что, до свидания, маленькие мои друзья, а также их родители. До новых встреч, ребята. До До свидания! свидания!